Всем привет! Я опять на Хамиле, на своем любимом месте. И сейчас вам расскажу, а вы почувствуете. Чем больше расширяется мое сознание и восприятие, чем больше доходит глубина, как в этом мире все устроено, то очевидно сейчас отличие меня прежней и меня сегодняшней, как я воспринимаю вообще все происходящее. Пока внимание у человека заблокировано в голове, и пока он просто воспринимает этот мир через слайды в голове, то есть как все время как посредник существует, нету прямого восприятия, всегда навешиваются какие-то ярлыки, то есть внимание взаимодействует не с тем, что происходит действительно в моменте, а с тем, что интерпретирует психика, опираясь на прошлый опыт, на прошлую жизнь. А когда все больше начинаешь жить происходящим, то вот глобальное такое сейчас осознание, что все есть взаимодействие. В этом мире совершенно все есть взаимодействие, это взаимодействие живое. То есть человек, который, например, живет в уме, для него, река просто бежит. Или там ветер дует, человек скажет. Он воспринимает реку или как ветер, как что-то такое обособленное, происходящее помимо его воли и вообще к нему никак не относящееся. Но чем больше глубина постижения, то осознается, что есть взаимодействие с живой водой, как с живым человеком. Вот ты прикасаешься к человеку, ты его чувствуешь. Точно так же здесь идет взаимодействие. Ты прикасаешься к воде, и ты ее чувствуешь, она чувствует тебя. И ветер, он не просто дует, а ты с ним тоже взаимодействуешь, с этим ветром, с небом, с планетой, которую люди просто называют Земля. А на самом деле это живое существо. И когда стопы ног стоят на этой живой, огромной, существующей, какой-то удивительной структуре, то явно чувствуется, когда ты настроишься на свои стопы, как от планеты начинает идти, как живого существа, потоки. Потоки очень теплые, очень родные, очень близкие. И так можно рассказать сейчас совершенно про все. Ты не просто смотришь на дерево, ты с ним взаимодействуешь. Ты не просто смотришь на камни, ты с ними взаимодействуешь. Постоянно происходит взаимное действие. И если это взаимодействие очень внимательное, без посредника в голове, то вот он и мир живой. Мир оживает, он действительно становится, как в той сказке, все ожившее, все совершенно волшебное. И мы живем в волшебном мире действительно, когда мы не живем в голове, а живем в непосредственном, в прямом восприятии происходящего. Вот что захотелось вам сейчас рассказать. Желаю вам легкого пробуждения от спячки в голове и жить живыми мгновениями в жизни.